Анахатта яшларга урусчада айтам. Сегодня, дорогие братья, мы говорим о правах родителей. И, к сожалению, вот многие определяют уровень своего благочестия по отношению к своим родителям, сравнивая с теми реалиями, в которых мы живем. Если кто-то кричит на родителей, кто-то ущемляет права родителей, мы смотрим на них, звоним своим родителям и гордимся этим, что вот лучше меня никого нет. Но были благословенные времена, машаллах, времена сподвижников, времена табигинов, времена величайших ученых Ахлю Сунна. И когда изучаешь, вот какими были они, и как они уважали своих родителей, просто это невообразимо. Оказывается, были такие люди. И мы, к сожалению, очень далеки от них. Один из имамов табигинов, Мухаммад ибн Мункадир, говорят, что когда его пожилая мать заходила к нему, он ставил щеку на землю, и говорил маме: «О, мать моя, наступи своей ступней на мою щеку, ибо я твой сын». А это был один из величайших ученых. И вот так они унижались перед своими родителями. Али ибн Хасан, часто люди видели в нем такую привычку, когда его родители кушали, он не кушал. И как-то раз спросили: ты почему, когда твои родители кушают, а ты не кушаешь? Он назвал причину. А раньше у каждого своя отдельная тарелка не было, поэтому кушали с одного сосуда. И он сказал: я, говорит, боюсь, что вот тот кусок, который лежит передо мной, он понравится моей матери или моему отцу. Они захотят это взять кусок, а я возьму до них и лишу их права. Поэтому я никогда не кушаю, пока они не насытятся. А то, что от них останется, я кушаю. Вот сегодня родители ждут, пока дети все съедят. Так ведь? А если что-нибудь останется, родители уже это им. Поэтому, к сожалению, сегодня таких примеров нет. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, для имама, для его матери, у него была мать, он не был имамом. Он как был для него сыночком, так и остался. И очень часто у нее возникали вопросы по исламу. Она звала к себе Абу Ханифу и говорила: у меня вопросы, задай эти вопросы, иди к имаму Умар ибн Зару, иди к нему и задай эти вопросы. Абу Ханифа, его сын. Ученого больше не было такого в его время. Он был самым ученым по фикху. И представьте себе, самый факих номер один идет к матери, и мать говорит: иди к имаму в мечеть и задай ему эти вопросы. Абу Ханифа говорил: о, мать моя, а можно я тебе отвечу на эти вопросы? Он сказал: мне не нужны твои ответы, я хочу, чтобы имам ответил на эти вопросы. И знаете, Абу Ханифа, опустив голову, шел к этому имаму. Тот имам был в шоке. И он говорил: как я могу ответить на вопрос, когда передо мной сам Абу Ханифа стоит? Он сказал: это желание моей матери. И тогда он говорил: а как мне ответить? Спрашивал Абу Ханифа. Абу Ханифа давал ему фатва, и потом тот говорил: иди к маме и скажи, что я вот так сказал. Он шел к матери, и мать говорила: это твои слова, я хочу, чтобы мне сам имам сказал. Потом он возвращался к имаму. Имам собственноручно писал это на бумагу, потом положили это в конверт, запечатали. Потом он шел к матери и говорил: вот это не я сказал, это имам сказал. Вот представьте себе, вот так он уважал свою мать. Есть другой случай, когда он сидел со своими шакирдами, учениками на уроке. Тут открывает дверь мать и говорит: сынок, иди покорми кур. Он встал, оставил всех учеников и пошел кормить кур. И вот это были самые лучшие члены этой общины. И они были образцом для подражания. А иногда мы заканчиваем институт, а отец у нас не учился, может быть, нигде в институтах, да? Становимся какими-то начальниками, коммерсантами, бизнесменами, и уже начинаем на них смотреть, что мы умнее, что мы лучше, что мы выше. Вот Абу Ханифа, рахимахуллах. Ради кур
ради матери он оставлял урок и шел кормить кур.